Памятник герою Советского Союза Давиду Доеву был открыт в селении Гизель. Вместе с племянницей известного снайпера монумент открывал глава республики Таймураз Мамсуров. Памятник является одной из последних работ скульптора Владимира Плиева. На торжественной церемонии присутствовали представители республиканских ведомств, родственники и однофамильцы героя. Давид Доев ушел на фронт добровольцем и воевал в составе 339-й стрелковой дивизии 56-й армии Северокавказского фронта. За участие в боях по освобождению Краснодарского края он был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Красной Звезды и медалями за отвагу и за боевые заслуги. Он погиб в отважном бою, с трудом сдерживая натиск фашистов. На счету снайпера 226 убитых гитлеровцев. Посмертно отважного бойца удостоили звания Героя Советского Союза. Я его помню, я была совсем маленькая, да. Помню только, как он уезжал, как он меня поднял наверх, да, и мать сказала: куда ты его поднимаешь, уронишь, искалечится ребенок, да. И он говорил, мать плакала, помню прекрасно. Вот то, что памятник сейчас, только копия его, да. И мать сказала, матери он говорит: я вернусь героем, а он говорит: Дашарман удыгаша ишхаш андарманисакау. Но он вернулся героем. Мы гордимся. Я сама горжусь очень. В Национальной научной библиотеке прошла презентация нового проекта, приуроченного ко дню 70-летия Великой Победы. Творческая группа «Програди» совместно со школой астинского языка Бон-Варнон и Валерием Гасановым и при поддержке Фонда реализации социальных проектов «Голобу» провела акцию под названием «Романтики Победы». Это цикл из 20 документальных картин, посвященных героям Осетии, поэтам-фронтовикам и их творчеству. Фильмы сняты на русском и астинском языках. В ближайшее время все они будут представлены в открытом доступе на официальных страницах группы «Програди». За плечами творческой группы уже не один реализованный проект. В прошлом году они провели ряд акций, направленных на популяризацию астинского языка и сохранение национальных традиций. Целью нашей акции стало напомнить всем присутствующим о том, какие великие поэты и какие молодые поэты есть у нашей Осетии. Когда мы собирали информацию о поэтах, мы удивились, насколько они были все молоды, как рано они ушли из жизни. И как мало осталось после них стихотворений, писем к родным. Медаль за спасение погибающих на водах получил из рук заместителя начальника республиканского МЧС Алан Гогичаев. Награду ему вручили за спасение мальчика. Это было в феврале, ребенок провалился под лед. Не раздумывая, спасатель прыгнул в воду и вытащил ребенка. Благодаря быстрой реакции Гогичаева мальчика успели спасти. В день создания пожарной охраны помимо героя награды получили и другие сотрудники чрезвычайного ведомства. Каждый из них отличился в службе и заслужил признание коллег. Всех сотрудников поздравил заместитель начальника ведомства Зураб Габатаев. Он отметил, что пожарная охрана в последние годы активно развивается. В республику поступает новейшая пожарная техника, современное оборудование, а также работает единственная на Кавказе специализированная пожарно-спасательная часть. Все структуры реагируют не только на полыхающий огонь, но и на чрезвычайные ситуации на воде и на дорогах. В праздничный день торжественно открыли и новое здание Главного управления республиканского МЧС. Однако, несмотря на всю техническую оснащенность, главное богатство ведомства все же люди. Личный состав, которые приходят сюда, зная, какому риску подвергаются, потому что профессия очень связана с риском для жизни. Но ребята, которые приходят сюда на эту службу, никогда не задумываются о своем личной безопасности, всегда бегут в пекло, чтобы оказать помощь и спасти людей. Основные наши задачи – это спасение, предупреждение, оказание помощи. Известный фотограф Марк Подробинек приехал в Северную Осетию, чтобы провести мастер-класс, а также насладиться местной природой. Вместе с учениками из фотошколы «Отдел кадров» Марк побывал на Медограбинских водопадах в селении Джимара. Гостей впечатлили срывающиеся с высоты 1000 метров потоки воды. Следующим пунктом стал Даргавский некрополь, самый большой город мертвых на Северном Кавказе. Здесь фотографы делали снимки известных усыпальниц. Затем группа отправилась в Цейское ущелье. Марк уже не первый раз приезжает в Осетию по долгу службы на телеканале «Моя планета». Он путешествует по всей земле. Точно не могу сказать, по-моему, 7-й или 8-й раз приезжаю в Осетию. Очень ее люблю и, собственно говоря, в этот раз мы придумали привезти сюда группу туристов как раз за тем, чтобы они увидели
красоты Северной Осетии и чтобы заразить их любовью к этим местам. Во Владикавказе прошел чемпионат республики по вольной борьбе среди глухонемых, посвященный 70-летию Победы. В соревнованиях приняли участие более 30 борцов всех возрастов. В Северокавказском федеральном округе такого рода состязания проходят впервые. В чемпионате участвуют сильнейшие борцы России в тяжелом весе. Это олимпийский чемпион Вячеслав Дзебисов, чемпион Европы Казбек Хугаев и чемпион России Алан Кучиев. В мае призеры отправятся на чемпионат России по вольной борьбе среди глухонемых, который пройдет в Каспийске, после чего их ждет серьезная отборочная работа на Паралимпийские игры. У нас тренера, заслуженные тренера России, это Аслан Шутаевич Габараев и Тезиев Алан. Они уже как бы очень долгое время, они ученики Кира Касяна. Он первый у нас занимался с слабослышащими. Он формировал раньше команды, вот сурдоолимпийские, вот эти вот на сурдоолимпиаду.